Доброе утро! С наступающим Новым годом! Сегодня сюрприз. Будем готовить на завтрак, что бы вы думали? Мороженое. Ну, я шучу, конечно, что на завтрак. Но его можно использовать и сегодня в новогоднюю ночь. Будет очень вкусный десерт. А с другой стороны, ну почему бы и нет? Ну, в конце концов, последнее утро в Новом году. Приготовим мороженое. Литр сливок не понадобится. Палочка ванили. Скрываем палочку. Вынимаем зернышки. Отправляем вместе с палочкой в сливки. Нагреваем сливки на плите, но не доводим до кипения, только до первых пузырьков, иначе они свернутся. Так, здесь у меня 7 желтков. И стакан сахара. Взбиваем на высокой скорости. Здесь у меня 200 грамм изюма. Заливаю ромом. Мороженое, на самом деле, это классический вариант. Есть такое мороженое известное, называется ром с изюмом. Вот изюм должен сейчас впитать весь этот ром, эту красоту. Ну вот, хорошо прогретые сливки, как только появились первые пузырьки, снимаем, включаем огонь и медленно, аккуратной струйкой добавляем их в желтки. Как только все у нас хорошо смешалось, возьмем миску. Получился у нас практически крем. Выливаем этот крем в миску. Можно заварить его на водяной бане. Можно, если вы эксперт, специалист, сделать даже просто на огне. Но совершенно простой, уникально быстрый способ сделать это в микроволновке. Затягиваем крем хорошо пленкой и отправляем на несколько минут в микроволновку. Должен получиться такой густой заварной крем. Затянули пленкой и отправили на несколько минут в микроволновку. Должен получиться густой заварной крем. Крем заварился. Самая главная часть приготовления мороженого готова. Теперь осталось просто немножко подождать. Сначала соединим изюм с ромом с нашим мороженым. Вот вам должна быть видна, какая хорошая густая консистенция получается у нашего крема. Между прочим, это заодно делает безопасными наши желтки. Весь ром я добавлять не буду, но вот ровно столько, сколько добавляется вот так. Когда мы его выкладываем, чем больше изюма, тем вкуснее. Между прочим, еще можно добавить какого-нибудь хрустящего миндального печенья или орешков. Может быть очень-очень вкусно. Вот все хорошо перемешалось. Теперь самое главное, чтобы мороженое хорошо остыло, нужно его затем вылить в пластиковый контейнер и каждый час взбивать блендером, миксером на низкой скорости. Раза 3 будет довольно, чтобы оно было воздушным. Ну или если есть у вас мороженое, вы такой везучий человек, то это и того проще.